В Сосногорске продолжается сбор гуманитарной помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик. Акция организована силами партии «Единая Россия». Содействие в организации сбора оказывает правительство Республики Коми. Сегодня мы не можем остаться в стороне от той ситуации, которая происходит в Донецкой и Луганской республиках. Все мы знаем, что люди, живущие на этих территориях, попали в непростую жизненную ситуацию, и им просто необходима наша помощь. Исполком «Единой России» объявил сбор гуманитарной помощи в местном отделении партии. Я призываю всех жителей присоединиться к этой акции. Эта помощь просто необходима жителям Донбасса и Луганска. В этой сложной жизненной ситуации мы своих не бросаем. К благотворительной акции подключились неравнодушные горожане, общественные организации и предприятия. Сосногорцы приносят продукты питания, в том числе и для маленьких детей, постельное белье, одежду, школьные принадлежности и многое другое. Люди ДНР и ЛНР попали в очень сложную ситуацию. И наша задача помочь всем нуждающим. Мы организовали сбор гуманитарной помощи. И самое главное, чтобы все это помогло немножечко забыть и немножечко привести их в более-менее такое благоприятное чувство. Нужно помнить, что чужого горя не бывает. И, конечно, необходимо оказать содействие, помощь жителям ДНР и ЛНР. Сегодня мы формируем уже заключительную отправку гуманитарной помощи. И, конечно, я думаю, что все это очень пойдет на пользу и поможет в такой непростой ситуации. Сосногорцы проявили большую активность, приняв участие в данной акции. Я поддерживаю инициативу главы Республики Коми о гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР. И считаю своим долгом принять участие в этой акции, так как мы должны быть вместе и помочь нашим согражданам, попавшим в беду. Первая партия гуманитарной помощи из Сосногорска уже отправилась в Сыктывкар. Из столицы Коми груз направился беженцам из Луганской и Донецкой народных республик. Когда люди откликнулись и когда люди понесли, это невероятное, знаете, чувство такой радости, сплоченности, когда, вот правда в этом, знаете, когда один за всех, а все за одного. Наворачиваются просто слезы, когда ты звонишь предпринимателям, людям, руководителям организаций и подразделений, просишь принять участие в этой акции. Ни один человек не отказал. Ни один, все как один сказали, да, конечно, куда везти, сколько, что лучше нужно, чего и как. И это еще раз подтверждает широту нашей русской души, отзывчивость. У нас самые замечательные люди. Я горжусь, что я живу в Российской Федерации, в Республике Коми, в городе Сосногорске. При этом жители Сосногорска откликнулись на общую беду не только сбором вещей, но и словами поддержки. Так, преподаватель кадетской школы Лариса Зарубина попросила передать для жителей Донбасса стихотворение. Нас стравливать – опасная работа. Любого побеждали мы врага. Вы просто не заложите в расчеты, как нас скрепила Курская дуга. Военную дорогой в никуда мы долго шли, неся развалов грузы. Должны мы это сбросить навсегда в год вековой Советского Союза. К единству наша воля непреклонна, и мы своих в обиду не дадим. Нам не страшны указы Вашингтона, нам дороги Донецк, Луганск и Крым. Остаться мы глухими не смогли. Из Коми в этот час суровой битвы примите в дар от Северной земли поддержку, помощь, искренность, молитвы. В Сосногорске гуманитарная помощь для жителей Донбасса принимается в общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу 5-й микрорайон, дом 41. Информацию можно уточнить по телефонам, которые указаны на ваших экранах. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорске улучшается эпидемиологическая ситуация. Количество заболевших коронавирусной инфекцией уменьшается, отмечают медики. Если в середине февраля их число могло достигать 250 в день, то сейчас показатель составляет от 30 до 40.
снижается нагрузка уже повсеместно, поэтому в целом по республике уменьшается количество коек в больницах по ковиду. С понедельника у нас прекращает работу отдельный кабинет ковидария, который был на базе дневного стационара. На следующей неделе мы предполагаем возвращаться к полному объему профилактической работе. То есть будут вести приемы, как обычно, специалисты узкие, будет работать дневной стационар примерно с середины следующей недели. И в полном объеме будут вестись диспансеризация, и углубленная, и взрослая диспансеризация, и приступаем к детской диспансеризации. С начала пандемии общество пережило уже 6-ю волну распространения инфекции. В основном это был омикрон, который легче переносится, особенно если человек сделал прививку. Поэтому медики настоятельно рекомендуют пройти вакцинацию. Тем более, что, скорее всего, ковид станет сезонным заболеванием. Сейчас прививки от ковида, они вводятся в нацкалендарь, то есть будет иметь такую же сезонность, как при гриппе. И дальше те, кто переболел, отсчитайте 6 месяцев от момента выздоровления, и прививаться все равно надо. Те, кто вообще не вакцинировался, делайте вакцинацию. Те, кто вакцинировался, все равно делать ревакцинацию. И время от одной вакцинации до другой тоже 6 месяцев. Невзирая на то, что у вас на госуслугах стоит, что сохраняется год. Потому что вирус очень коварный, он мутирует, и сейчас уже доказано во всем мире, что разница должна быть не больше полугода. Как отмечают специалисты, на сегодняшний день в Сосногорской ЦРБ есть все прививки. При этом медики рекомендуют делать вакцинацию и ревакцинацию разными препаратами. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорской детской и юношеской библиотеке прошло посвящение в читатели. Храм книги открыл двери для первоклассников школ железнодорожной части города – 4-й, 5-й, кадетской и гимназии при главе Сосногорского района. Мы его проводим ежегодно и посвящаем наших первоклассников в читатели нашей библиотеки. Это посвящение у нас проходит театрализованно, чтобы ребяткам было интересно, чтобы они запомнили этот праздник навсегда и были нашими постоянными читателями. Библиотекари устроили театрализованное представление с участием сказочных персонажей. На праздник собрались книговой, ведьма и волшебная книга. Они подготовили для ребят загадки и эстафеты. В финале злая колдунья стала доброй и записалась в читатели. И что, я сегодня смогу взять книг сколько захочу? Да. Ура, ребята, у меня даже авоська есть. Я сегодня 100 книг себе наберу. Первоклассникам в игровой форме рассказали, как нужно обращаться с книгами и почему читать полезно. В детской и юношеской библиотеке много интересного и помимо литературы. У нас есть сенсорный планшет, на котором в любое свободное время каждый ребенок может прийти и поиграть. У нас есть зона свободного нахождения для подростков. То есть понедельник и четверг мы работаем до 20 часов. И всегда ждем наших подростков, чтобы они приходили к нам, общались, разговаривали, играли в настольные игры, которых у нас тоже очень много. И хорошо проводили время. Также здесь проводят различные мероприятия. Посвящение в читатели – одно из них. Впереди неделя детской и юношеской книги, которая совпадает со школьными каникулами. Анонсы мероприятий можно найти в группе библиотеки ВКонтакте и на ее официальном сайте. В завершении для первоклассников провели экскурсию по храму книги. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.